Так, начинаем. Ассаламу алейкум, добрый вечер, приветствую всех, с вами снова я, Орти Аслан на канале Реалити. Сегодня 16 апреля 2022 года, 18:01 по Берлину и 19:01 соответственно по Джохару. Приветствую вас, друзья, и снова перед самым эфиром у меня начинаются проблемы с интернетом. Ну, ничего страшного. Я думаю, в процессе стрима, во время стрима, связь, как обычно, у нас наладится. Ну, подождем. Немножко подождем наших друзей. Сегодня с нами выйдут на связь Хусейн Исханов, Ибраим Никархо, наши друзья, чеченцы и не только чеченцы, которые везут из Европы, из Австрии гуманитарную помощь в Украину уже не в первый раз. Пообщаемся с ними. Ну и я постараюсь ответить на ваши вопросы в силу своих возможностей. Маждада, Аслан, уведомления не приходят. Да, Маждад, не приходят. Я у себя не могу даже ответить. Я вижу, что пришло комментарий, кто-то написал. И этот комментарий, я когда на него нажимаю, чтобы его ответить, его нет. Я могу ему поставить лайк, я ему поставить вот это сердечко, и все, поставить не могу. Это на моем канале, как я вроде бы все должен видеть и контролировать. Ну, что поделать, что поделать. Значит, меня успокаивает, радует одно, что мы на верном пути, хотя они делают вид, что они нас не замечают, но при всем при этом всячески они нам мешают доносить до людей правду. Ну, им это не удастся. Так, леди Машойль, Шульда Магу алейкум ассалам, Шавига Машойль, Ежели, Машдой. Так, давайте я бы хотел начать, как обычно, с сегодняшнего сообщения. Так, это от 16 числа. От 16 числа со страницы Facebook Генерального штаба Сбройных сил, Вооруженных сил Украины. Итак, по пути было 20 тысяч уничтожено русских оккупантов, сегодня 20 тысяч, эта цифра уже 100 человек, то есть за сегодняшний день уничтожено еще 100 оккупантов. Танков 762, боевые бронированные автомобили 1982 штуки, артиллерийские системы РСЗВ 125, ППО, да, ППО, как у нас здесь пишется, ППО, особо ППО 66 штук. Так, 66 штук, 163 самолета, 145 вертолетов, БПЛА оперативно-технического уровня 138 штук, 1458 автомобильной техники, 76 цистерн и 8 кораблей. Цистерн и кораблей больше не уничтожали со вчерашнего дня. Но уничтоженный крейсер Москва, думаю, на недельку можно кораблей не уничтожать, раз уничтожен. Так, далее, ознакомливая вас с информацией, которая поступает нам от Вооруженных сил Украины, я бы хотел показать вам сайте Сбройных сил, на странице Сбройных сил Украины. Так, друзья, это
обращение украинского телеведущего и видеоблогера Александра Пидана к военнослужащим вооруженных сил Украины. Я не смотрел, сразу скажу, я так думаю, на украинском будет, я думаю, не сложно будет это его понять, ну, постараемся. Я, Олександр Педан, хочу Ну, не тянет у нас интернет, как обычно. вкотре подякувати Збройним силам України за вашу професійну роботу. Настільки професійно, що ми здивували весь світ. Надавали під сраку армії орків. Хлопчики, дівчатка, дякую вам за вашу мужність, за вашу наснагу, за вашу витримку, за те, що ви є. Переможемо орків. Слава Україні! Слава ЗСУ! Героям слава. Ну, там понятно все было, да, особо ничего там сложного не было в том, что он сказал, чтобы не понять. Ну, давайте еще несколько фотографий, тоже с той же страницы Збройных сил, Генерального штаба Збройных сил Украины. Так, это Т-72, я так полагаю. Я особо не разбираюсь вот в этой рухляте. Я думаю, приемщики металлолома украинские, они лучше разбираются какой модификации и так далее. Так, это, по-моему, САУ, самоходная артиллерийская установка без башни. Вот это шлем безбашенного танкиста. Так, это БТР. Это, я полагаю, КамАЗ когда-то был. Ну и вот. Короче говоря, все нормально. Все нормально, у русских все плохо. С чем я вас всех поздравляю, так как паника очень сильная. Уже, как вы видели, позавчера, они 14 апреля обстреляли свои мирные города, населенные пункты в Брянской области. Это говорит о том, что часть орков готовится к... Во-первых, это будет еще это будет террористические акты, взрывы, которые будут вешать на украинцев. Я думаю, одного обстрела, то, что это сделали русские, недостаточно. Вот там 7 человек ранено, 7-месячный ребенок ранен, там беременная женщина ранена. Этого недостаточно, так как мы помним, перед началом Второй русско-чеченской войны, помимо этих 4 взрывов домов, где погибло более 300 человек, были еще террористические акты, которые проводились на территории Осетии, Москвы, там метро взрывались, автобусы, троллейбусы, железнодорожные вокзалы, это все было. Поэтому ну, я думаю, несколько тысяч человек этими терактами. И сейчас, чтобы поднять волну, как-то оправдать, да, для ватника, они прекрасно понимают, что их взрывают их же, но им нужно, что они свои же взрывают, но им нужно как-то хоть что-то сказать им, чтобы было. Вот просто, чтобы не молчали. Вот такая вот. Вы слышали вчера разговор, как муж с женой разговаривают, и жена говорит, полегче, что мочат нас свои. Да, не может такого быть. Нельзя такое услышать просто. Это просто не может такого быть просто. Что мне легче из-за того, что нас наши же бомбят. Типа не украинцы бомбят, а наши. Что она в это вкладывает? Что украинцы, я не знаю, не могу я понять эту логику. Моя речь повторяется, говорят, да? Так, а ну-ка посмотрим, как это так. Раз такое возможно, друзья? Конечно, это возможно. Поднять. Героям слава. Ну, там понятно все было, да, особо? Вроде нет, смотри, я слушаю, твоя речь говорит. Не было, чтобы не понять. Ну, давайте еще несколько фотографий.
Леди, все нормально вроде бы. То, что у вас, наверное, может у каждого в телефонах что-то происходит, это вполне я допускаю, да. Некоторые из вас жалуются, звук плохой. Я потом все слушаю, звук отличный. Бывает, когда я какие-то видео показываю, на каких-то видео звук тише, а я громче или наоборот. Это бывает. А так вроде бы звук нормальный. Но то, что мешают нам, ну, в этом вообще нисколько я, конечно, не сомневаюсь. И вы уже, наверное, многие поняли, что нам очень сильно мешают. Не знаю почему, что мы им такого сделали плохого. Вроде бы нормально все. Так, о чем это я? Давайте вернемся к тому, о чем говорили. Так, друзья, я всех вновь зашедших приветствую вас, друзья. Ставьте лайки, распространяйте видео в социальных сетях, раскидывайте по WhatsApp друг другу, перегрузите роутер, говорит Рейхард Штайнхаммер. Перезагрузите роутер. К сожалению, стрим часто прерывается. К сожалению, во время стрима я сейчас этого не могу сделать. И это не исправит положение, потому что так иногда происходит. Потом вроде бы связь налаживается. Посмотрим. Так. Инет у тебя плохой, походу. Нет, у меня инет отличный. У меня самый лучший инет. У меня установлено специальное оборудование, которое там напрямую подсоединяется, чтобы не было никаких вопросов. Это в том, что постоянно наш канал подвергается атакам. Вот в чем причина. Только в этом. Я только в этом вижу объяснение. Ничего я не трогаю, никуда я не лазю. Включаю, выключаю, как мне нужно попользоваться. Вот я включаю, выключаю, все. Сейчас вроде норм. Не знаю, возможно или нет, но повторяется. Ну вот у меня только что сейчас у себя слушал, у меня не повторяется, леди. Надо, может, выйти и зайти. Да, их пакость это не. Ладно. И подвисает, подвисает, подвисает. Валейкум салам, Джамлейл. Асан, тебя банят орки. Да, Шульдамак, банят там, банят они тоже пытаются, но то, что они досят, да, много запросов делается одновременно, и из-за этого возникают проблемы. На этом канале полная демократия и гласность, выражение мысли, за исконно русский язык и пропаганду кремлевской хунты в бан. О, Маждат, хорошо сформулировал. То есть мат и пропаганда запрещена, да? Так что вот такие вот дела. Твое видео закидываю. Окей, Аса, меня там заблочили. Я твое видео закидываю в ок. И увидишь ок. Аса, меня там заблочили. Одноклассники ты имеешь в виду или куда? Асколи, все хорошо, Соста. Да, распространяйте максимально, пускай услышат, увидят. Они очень не любят правду. Поэтому мы должны говорить ее как можно больше. Так, друзья, ну давайте посмотрим. Так, так, так.
Мгм. Смотрите, что сказал Зеленский. Уничтожение украинских военных, защищающих Мариуполь, поставит точку на переговорах с Россией, заявил Владимир Зеленский в интервью украинским СМИ. По его словам, переговоры с Российской Федерацией зашли в тупик после того, как стало известно о зверствах в Буче и в Бородянке, предположительно учиненных российскими военными. Мариуполь это может быть как десяток бородянок. И я хочу сказать, уничтожение наших военных, наших ребят поставит точку на всех переговорах, сказал Зеленский. Я так полагаю, они вот собираются нанести удар по этому мариупольскому аэропорту, ну вот этому заводу, где они очень сильно окопались, спрятались, и они их не могут выбить. Скорее всего, какой небольшой, небольшой ядерный удар или какой-нибудь другой вакуумный, какие у них там они имеются. Об этом, скорее всего, идет речь. Ведь не зря же они начали обстреливать свои города и населенные пункты. Это говорит о том, что им нужен повод. Им нужен какой-то веский повод сказать, вот мы нанесли удар, потому что обстреляли наш населенный пункт Климова в Брянской области, допустим. Еще они обстреляют. И сейчас то, что сейчас Зеленский говорит, это может быть говорить о том, что есть информация, что они собираются именно по Мариуполю и по этому заводу, где сидят несколько сот, вероятно даже 1000 человек, сидят украинские военные. Как раз Кадыров об этом говорил. Нужно отвести и нанести удар. Отвести своих и нанести удар. Скорее всего, речь, наверное, идет именно об этом. Скорее всего, речь может быть идет об этом. Ну, посмотрим. Потому что им нужно до 9 мая что-то сделать, как-то решить этот вопрос с Мариуполем. Они тут завязли в Мариуполе и ничего не могут. Они реально не могут продвинуться дальше. Ну вот, обещают, а дальше продвинуться не могут. Ну, посмотрим. Так, Асан, ты всегда ведешь работу на высочайшем уровне, говорит, PayMay. Да, PayMay. Большое спасибо за кредит доверия. Но я не профессиональный журналист и не профессиональный диктор. И я все это делаю сам. Даже мне вот вчера человек пишет, несколько раз пишет, помоги, возьми интервью у Пола Гобла. Возьми интервью у Пола Гобла. Он не пишет, хотя раньше я говорил, что у меня там вопрос с английским проблемы, там нужно переводить, там нужно заморачиваться. Он не пишет, я тебе переведу, я помогу перевести, я сделаю это, я там что-то сделал. Он этого не говорит. Он сидит, чай пьет и говорит, поговори там с Пол Гоблом, он сделай это, короче. Вместо того, чтобы вот так, как вчерашний этот мне говорит, вы должны принимать участие. Я это делаю не ради себя, я это делаю ради нас всех. И раз, если это всех нас касается, всем нужно помогать. И это тогда бы у меня реально стал бы уровень, профессиональный уровень, о котором ты говоришь, или высочайший уровень, о котором ты говоришь. Вот тогда бы он поднялся бы на высочайший уровень. Сейчас это так, любительское у меня. Помните, раньше в советское время были эти любители, на радио сидели там и рассказывали. Они очень умные и правильные вещи говорили, но это было так, на любительское. А было радио «Свобода», которое профессионально все это вещало, преподносило там. В отличие от сегодняшнего радио «Свобода», которому что-то уже не так верится, как тому радио «Свобода». Еще «Голос Америки» остался очень неплохо. Там вещает, и там правду можно услышать и без пропаганды, без примеси русской пропаганды. А вот это радио «Свобода», «Кавказ Реалии», там, конечно, большая беда, потому что там русские
журналюги, которые вчера работали на путинский ФСБшный вот этот пропагандистский синдикат, а теперь они работают якобы на независимо на американском радио Свобода. Так, пойдемте дальше. Так, пойдемте дальше. Что с эфиром? Я не могу смотреть. Или это только у меня? Ну, жалуются все, но вроде бы еще неплохо так. Один главнокомандующий Шойгу готов отправиться к праотцам, иншаллах. Шульдамар, это хорошая новость, потому что, как известно, Шойгу это старый, матерый просто, гибнюк, убийца, пособник геноцида чеченского народа. Этот гибнюк заметал следы после взрывов домов в 1999 году. И до этого, конечно же, это самый такой долгожитель вот в этой колоде убийц и преступников. Это ФСБшник, без сомнения. Других там не осталось и нет. Там все только свои гибнюки. Вот такая вот ситуация. Но хорошо, если он отдаст копыта. Так, друзья, не тянет, да, у нас не тянет. Асан, твой стрим как ядерная бомба для Кремля, так и их гадюк. Да, поймай. Я вот, то, что видите, сейчас они нам мешают, и это не в первый раз у них бывает иногда. Заскоки они начинают очень сильно атаковать. Видимо, после вчерашнего, то, что я сделал вот это видео, где Кадыров это тот же Песков, только с бородой. Песков с усами, а этот с бородой, который озвучивает то, что нужно Путину. Песков это делает более профессионально, более грамотно, Кадыров это делает менее грамотно, но тоже, что нужно сказать от Путина, он это говорит. И они сейчас, вот есть вероятность, большая вероятность, что сейчас нанесут какой-то удар. Это такое запугивание. Зеленский сказал, что если этот удар все-таки будет пронесен, ну, речь о Мариуполе, то никаких переговоров больше не будет. Я полагаю, никаких переговоров вообще не должно было быть вообще. Одно единственное требование – вывод войск со всей территории Украины, включая Крым и другие части Донецка и Луганска, и обмен пленными. Все, единственный вывод, единственное условие для переговоров. Больше ни о чем с ними разговаривать. Это фашисты, это мерзавцы, преступники, ублюдки, которые не отстанут от Украины. Как бы вы с ними ни заигрывали, не надо с ними на их сайтах сидеть, с ними разговаривать там. Вот, при всем уважении к Алексею Арестовичу, очень вообще за все это время ни одного косяка, вот, чтобы он где-то проговорился, где-то он там не там сыграл. Единственное, что там мы не будем вступать в НАТО, был вот этот проброс такой. Это категорически этого нельзя допускать, ни в коем случае, конечно. И то это, конечно, не Арестовича мысли, это президент ему сказал озвучить, видимо, об этом были разговорчики. И все, потом они прекратились, слава богу. Остальное, но никакого толка просто нет. Только Навальнят легализовать, Фейкиных легализовать и другие. Зачем это делает Арестович? Для чего, я не могу понять. Если нужно говорить с настоящими русскими оппозиционерами, поговорите с Курочкиным и Сотником. Это если вы хотите реально настоящие. Вот Сотника и Курочкина слушают настоящие русские, которые реальные, не симулякры. Ну и Фейгина, наверное, слушают, и другие, да, и мы сами слушаем, смотрим его. Но по большей части, зачем его легализовывать? Или зачем его популяризировать, да, этого Фейкина? Ну там накрутка идет, видимо, тоже, чтобы Арестович там был одновременно 100 тысяч просмотров
зрителей добавилось вчера, говорит, там сколько там, 300 тысяч их там одновременно смотрят. Не знаю я, что вот, ну что вот видите, с каналом они могут делать все, что хочешь. Вот. Если им нужно уничтожать, почему Фейкина не уничтожают? Вот смотрите, что происходит с моим каналом, что происходит с каналом Сотника. Да? Но мой канал это вообще отдельная история. Долбят просто как только могут. Нельзя это сделать с Фейкиным, а нельзя это сделать с навальнятами, которые там показывают там, дворец Путина и так далее. Показывать богатство и дворцы Путина, это легализовывать эти дворцы и богатства. Под видом для Запада, что борьба с коррупцией. Коррупция это не самый большой бич России. Они убивают своих граждан, взрывают своих граждан, обстреливают из ракет залпового огня своих граждан. Женщин, детей убивают. Вот главная проблема, о чем должен говорить Навальный, любой русский. Они об этом не говорят. Эти каналы не уничтожаются. Вот в чем тема. Ну и куда нужно двигаться. Как нужно говорить. Ну, не знаю, посмотрим. Посмотрим. Так. Ассаламу алейкум. История, говорят, повторяется. И призыв чеченцев на войну в Украину напоминает Вторую мировую войну, когда наш народ подвергся геноциду. Кажется, у нас готовится очередной геноцид. Ва алейкум ассалам, США, Америка. К большому сожалению, я об этом давно говорю, эта вероятность этому имеется. И Запад опять может сделать, если мы не будем, мы не обвиняем Запад весь, тем более мы не обвиняем Америку. Наоборот, мы просим Америку обратить внимание американцев, умных, знающих ситуацию американцев. Мы просим обратить внимание, что нас хотят сделать крайними. И нас сделали заложниками по попустительству или каким-то своим другим национальным или иным интересами. Сделали заложниками фашистской России. И нам нужна помощь. Нас убивают, нас отправляют на войну, ту же Украину отправляют. Украину ведь отправляют далеко не многие идут добровольно туда. Все заложниках. Это в России там можно еще как-то. У нас это в 100 раз сложнее. Но я предпочел бы остаться и умереть, чем идти воевать в чужую страну. Но они не я, они все-таки по разным другим причинам идут, им там что-то рассказывают, что не так страшно, там не так опасно, и может не всего знают. Я-то все время пребываю вот в этом информационном потоке, а они всего этого, может, не знают. Пребывают в пропаганде, у них отбирают телефоны, им не дают возможности заходить в интернет и так далее, и так далее. Поэтому геноцид готовится, вероятность этому имеется. И мы это видим, разные Яшины, Навальнята, другие ублюдки. Такие же ублюдки, как и Путин. Для нас, для чеченцев, для никакой разницы нет. Навальнята это Яшкины это, или другие Кадыровы это одни и те же ублюдки. Для нас они представляют экзистенциональную угрозу, угрозу нашей безопасности, нашей выживаемости. Нашему существованию они представляют угрозу. Они хотят нас уничтожить. Так или это, то раком нас онкологию уничтожают, то сейчас этими коронавирусами травили и другими подвидом коронавирусов травили. Теперь на войну забрасывают. И так далее, и так далее, и так далее. Потом сейчас будут борьба с Кадыровыми будет. Русские фашисты в виде Навального. Это сейчас нужно говорить. Все чеченцы должны запомнить, что и Яшин, и Навальный, и другие мерзавцы и подонки, они те, кто завтра нас будут убивать, призывать совершать над нами геноцид. Они призывали и тогда вот в этот геноцид, и потом будут призывать. Мы должны понимать, что они нам не друзья и никогда ими не будут. Идет передел власти в России, но не против самого Путина. Путина хотят ослабить. Он сидит где-то в бункере и отдает команды. Если кто-то не выполняет команды, туда едут бородачи, как их называет Путин. И бородачи быстро решают с этим генералом, губернатором, с министром, еще с кем-то.
Что нужно сделать? Безоговорочно, 100% они ему выполняют тогда приказ. Вот таким способом Путин управляет из бункера. И русским фашистам, и террористам, и некоторым тут на Западе, да, и не некоторым, нужно убрать Кадырова. А Кадырова убрать так не получится, потому что Кадыров всех замазал в этом. Весь мир оставил нас в заложниках, и Кадыров сказал, вы в заложниках. Мы все в заложниках. Кадыров сам в заложниках. Просто это такой ярый, рьяный исполнитель воли своих пленителей. И нам скажут, нужно вот для того, чтобы Путина ослабить, нужно уничтожить Кадырова. Чтобы вот что сделать генерал ФСБ какой-нибудь там, который там сидит, я не знаю, Беседа или Меседа, или там Гудковы, еще кто-то. Им говорят, ну вот ты ж генерал, ты ж можешь что-то повлиять, сделай. Он говорит, ну что я могу, вон приедут ко мне кадыровцы и меня там замочат. Я обязан выполнить, не могу я не выполнить. И возникает фигура Кадырова, его нужно уничтожить. А фигура Кадырова это просто не один Кадыров. Убрать Кадырова, там появится Демирхан. Надо уничтожить 20 тысяч чеченцев, которых подготовили российская армия. Между прочим, эти кадыровцы ездили в том числе и с американцами, с другими западными, выступали, соревновались вместе. Сами же подготовили этих людей. Сами же их легализовали, их там принимали везде, участвовали с ними в соревнованиях. Олимпиаду запретили, а эти еще ездили, выступали где-то там, соревнования устроили. Какая-то российская школа спецназа в Чечне была построена. Там обучались, приезжали иностранцы, другие, третьи, с Запада, немецкие приезжали, швейцарские приезжали, другие, третьи приезжали, имеется в виду не на соревнования, а вообще в Чеченскую республику. Майк Тайсон приезжал, певцы, певички приезжали разные, спортсмены приезжали, Ван Дам приезжал. Вы же все его легализовали. И теперь, получается, нужно уничтожить Кадырова. Но уничтожить одного Кадырова недостаточно. Потому что заместо Кадырова появится Демирханов. Заместо Демирханова появится какой-нибудь Даудов. Ну и так далее, и так далее. Сегодня, когда несколько дней назад Демирханов сидит и говорит, все, кто выступает, кто говорит, здесь блогеров он имеет в виду, мы вас всех уничтожим, мы никого не простим, говорит. Поэтому не думайте, что я в чем-то заинтересован, чтобы их выгородить. Но я заинтересован, чтобы мой народ не пострадал. Потому что он пострадает, в первую очередь, устроит геноцид. Навальнята, ублюдочные Навальнята, Ждановые, кто там это, Волковые, Навальные, они пойдут топить нас в крови. Просто у русских это скрепа, кровь чеченцев. Это людоеды. Им нравится, когда их свои взрывают. Главное, чтобы их чеченцы или украинцы не взрывали. И им нужно убивать украинцев, чеченцев, грузин, сирийцев. Без разницы. Главное, чтобы эта кровь не переставала течь. Поэтому мы должны четко сейчас же уже закладывать, сейчас же объяснять, стоп, вы породили, вы и решаете, не за счет нас, не за счет нас, не за счет чеченского народа. Надо это делать чуть-чуть по-другому. Давайте, вводите войска, пускай гибнут теперь уже российские, другие иностранные солдаты, если вы хотите решить эту проблему. Да, заводите войска, турки заводите войска, европейцы заводят натовские войска, Йенс Столтенберг, заводите войска, Москву оккупируйте. Давайте так это делать. Уничтожить Кадырова там и так далее. Так же не будет. Мы прекрасно знаем, убийством Кадырова или даже Демирханова это не ограничится. Это будет вырезанием. Причем возглавить должны это вырезание другие чеченцы. А какие это другие чеченцы? Это кристально чистые клопы с русского ватника, которые всегда были. Я их называю условные завгаевцы. Это те же, кто был против Дудаева, а сейчас это алхановцы они будут, условно говоря, да, об этом нам Милашина заявляет эту фамилию.
алхановцы это будут. И они будут зачищать вот этих кадыровцев. И мы снова будем в составе России, но будут уничтожены, как когда-то при помощи кадыровцев, алхановцы же не уничтожат, Алханов сам же не пойдет, не пойдет, не пойдет, другие не пойдут, которые сидят, болтают там, разных сидят, там, названивают, там, интернетах сидят. Они же воевать не пойдут. Для этого нужны поднять чеченский народ. Им для этого нужен. Вот Кадыров главное зло. И вот чеченский народ начнет их убивать. И в этот момент, чеченский народ не дурак, он не начнет их убивать. Он не пойдет в их армию. Тем более убивать кадыровцев, чтобы снова остаться в России и уже быть кристально чистыми клопами. Кадыровцы запятнанные клопы с русского ватника. А это заугаевцы, алхановцы, которые всегда были за Россию. А эти вчерашние боевики, как они их называют, чеченские боевики. Это все вот так вырисовывается, прорисовывается. И тогда не пошла так называемой оппозицией. Почему за Заугаевым раньше не пошел народ? Потому что они были за русских. Те, кто даже были против Дудаева и поддерживали заугаевцев, когда те поняли, что точно те за русских, что в танках БТР 26 ноября сидели русские, это уже 100% они убедились. Это как сейчас в Мариуполе или в Харькове русскоязычные украинцы убедились, когда их начали бомбить русские. Только тогда они убедились. Такие же были у нас и в Чечне. Когда они увидели, что в русских оппозиции, так называемой заугаевской, гантемировской оппозиции, автархановской оппозиции, сидели русские за рулем в танках, тогда чеченцы поняли, это тогда точно они за русских. До тех пор им верили, как сейчас верят разным вот этим блогерам, которые сидят, которые накручивают, сейчас они поднимают волну. И наша задача сбить эту волну, объяснить, что они прорусские, подрусские. Точно так же начнется война против кадыровцев, и чеченский народ не пойдет, зная, что это подрусские. И тогда это будет делать российская армия, которая в огромном количестве находится на территории Чеченской Республики. Российская армия не будет разбирать, где там кадыровец, а где мудыровец. Они будут убивать всех. И это будет геноцидом, очередным массовым убийством чеченцев. Мы должны это всячески предотвратить. Я не знаю, как решать эту задачу по-другому. Я знаю, точнее, как ее решать. Признать чеченских свободных ичкерийцев, дать им, признать их международный статус, который признан, который имеется, не лицемерить, не врать, не обманывать, признать свою вину. Для этого нужно очень большое мужество нужно, потому что некоторые даже европейские чиновники должны будут нести за это ответственность. Но я лично от себя скажу, я готов всех европейских чиновников простить. И вообще не участвовать ни в чем. Не преследовать, не говорить ни одной европейской фамилии, ни одного человека не преследовать. 100%. Если мы признаемся, вот за этими людьми, за ичкерийцами, пойдет чеченский народ. Вот эти чеченцы, ичкерийцы, зачистят от Кадырова и Мудырова и других остальных предателей чеченского народа. Но для этого нужно признать, что мы не являемся частью России, что мы имеем те же права, которые имеет немец, француз или украинец, неважно кто, который имеет свое государство. Вот как нужно выходить из ситуации. А не Кавказ реалии, Навальнята, другие, третьи, десятые начинают заигрывать с кристально чистыми клопами, предателями чеченского народа. Вот как есть это большая проблема, я думаю над этим, я пытаюсь что-то сделать с этим. Вот то, что я озвучиваю, это может это для кого-то дойдет, да, кто-то начнет думать об этом, кто-то услышит.
Другого выбора нет. Будет опять геноцид чеченского народа. Мы не можем этого допустить. Ни в коем случае мы не допустим этого. Любой человек, любое государство, которое будет сейчас, объединяясь с Россией, мочить, призывая чеченцев, кадыровцев, оставляя нас в составе России. Любое государство, без исключения. Значит, это государство является таким же вот в предстоящем геноциде соучастником геноцида чеченского народа. Потому что это неизбежный геноцид будет. Потому что русские будут убивать всех подряд. Потому что чеченцы не пойдут, оставаясь в составе России, идти за кристальными клопами, которые хотят быть в России и никогда не изменяли, как они говорят, России. Они не изменяли рублю и доллару, которые им платит Россия на самом-то деле. Ну да ладно, пойдемте дальше. Астан, я все равно считаю, что ты профессионал, ты меня не переубедишь. Ты наш, я вообще хочу так сказать, чтобы ты был президентом Ичкерии. Это невозможно по email, ДРС Хойлун за столь высокую оценку. Плахтер Алексей. Ва алейкум ассалам, Алексей. Приветствую тебя. Так, Ури, ва алейкум ассалам. Плахтер Алексей, в смысле Арестович обвинил? Нет, Арестович не обвинил чеченцев, ни в коем случае, нет. Или я, может, неправильно сказал, или вы тут что-то тут пишете. Нет. Вообще к Арестовичу претензий нет. Вот что ты говоришь. Дени говорит, что Арестович сказал, что Путлер террорист, взорвал жилые дома. В Рашке обвинил в этих сатанинских терактах чеченский народ и вторгся в Ичкерию. Но так было, это есть. Алексей, ты неправильно понял. Алексей сказал, Арестович сказал, как есть. Большое ему спасибо за это. И это ахиллесова пята Путина. Об этом нужно все время говорить, про эти взрывы домов. Эти Навальнята еле-еле выдавили из себя. Коррупцию. Что значит коррупция? Россия это суть коррупции. Коррупция. Веками так было. Навальный там какие-то коррупции, у него там просмотры там будут, если ему там вместо джавелинов 230 тысяч ему дадут. Бред вообще, бред сивой кобылы. Так, друзья, ну как, виснет у нас, да? Виснет. Интернет виснет. США, Америка. Украине помогают весь мир в войне против орд. Вспоминают даже украинцы. Даже украинцы не вспоминают о гибели 300 тысяч чеченцев. Ведь Буч, как в Украине, в Чечне были десятки. Вся Чечня это Буч одна сплошная. Так. Так, видимо твой компьютер такой, попробуй с телефона зайти. В прошлый раз телефон проблем не было. Так, друзья, ну, сейчас не видно, да? Зависли мы. Так, мы вернулись. Я кое-что тут отключил. Ну что, друзья,
Вот сейчас хорошо. Опять виснет. Так, вроде нормально. Кораблик за корабликом, рапси уходишь и Демира да мула. Так. Assalamu alaikum, assalamu alaikum. Ури ва алейкум ассалам, машуэль. Шаверга муэль, маш. Вот сейчас хорошо. Так, друзья. Так, мы вернулись. Вроде бы заработало. Почему-то не выходят с нами на связь наши друзья. Сколько мы уже в эфире? 50 минут мы в эфире. Вот сейчас, да, сейчас вроде наладилось что-то. Надо было заранее, раньше. Так, друзья. Так, друзья, все, я вернулся к вам. Я лично был знаком с Сашком Билым, он воевал за чеченский народ. Навальный еще более нацист, чем даже Путин. Да, абсолютно с тобой согласен. В России практически любой оппозиционер замешан в каких-то грязных делах. Борец с коррупцией, нацист. Опять стрим виснет. Виснет, да, опять? Ну, вроде бы не должен был виснуть. Не знаю, с чем это связано. Так, ладно. Прервано, пытаемся восстановить. Подожди, сейчас хорошо. У меня пишет, что сейчас соединение с чатом прервано, а леди пишет, что хорошо. Сейчас нормально не виснет. Ну, сейчас, наверное, начнет виснуть, потому что задержки там идут несколько секунд. Киргизы, с вами все будет. Ичкерия, украинцы, держитесь, победа уже скоро. Алла Мамасалиева. Спасибо большое, киргизы. Спасибо, Алла, вам большое. Вся либеральная тусовка, которая сейчас топит за Украину, в 2000-х молчали про войны. Да, конечно, Алексей. И молчали, и поддерживали, и так далее. И так далее. Так, друзья, давайте я тогда, я просто жду, пока выйдут со мной Хусейн на связь. Что-то он не уходит. Я им написал, не отвечаю. Сейчас я ему позвоню. Алло. Алло, Хусейн, ассаламу алейкум. Валикум ассалам. Я в прямом эфире, Хусейн. Вы выходите, я вас жду. Асахтям совей рушен. Собор иду, асахтя полчаса, не проблема. Через 7. Да. Мы могли бы так, если хотите, можно поговорить. Вот, что гайта гойчдес, она диста хочешь. Можно просто вот по WhatsApp поговорить. Вы могли бы рассказать. Можно через полчаса. Подумайте и скажите мне все. Давайте. Давай, машаллу. Давай. Так.
Так, друзья, пишите ваши комментарии. У меня весь эфир вот так буксует, а сам в компьютере вирус, надо Windows переустановить. Только переустановил я Windows. Только переустановил. Вся новая Windows у меня стоит. Знаете, вот она какая-то новая, последняя там, супер какая-то. Пупер, как говорят. Все переустановлено. Ну вот, вопросы есть такие. Хусейн с Ибрагимом выйдут через полчаса на связь, поэтому командовать парад 9 мая будет Кадырка, говорит Фома Гордеев. Кадырка президент русских, царь русских. Вот пусть он будет вашим царем. Заберите его к себе туда, в Россию. Это я к русским обращаюсь. И пожалуйста, живите, наслаждайтесь с ним. Так, друзья, давайте, задавайте ваши вопросы, буду на них отвечать. И давайте общаться. Сейчас я вам новости из Фейсбука. Так, смена Байрактаром уже летит. Новые дроны, супер мощные, супер крутые американские Байрактары, Reaper MQ-9 называется. Максимальная скорость 220 км в час, 482 км в час. Максимальная высота 8200 метров, 15420 метров. Представьте. Он летит выше самолета, который там 10 тысяч метров летает. Вес пустого 500 килограммов. Вес с грузом 2 тонны 223 килограмма. Экипированный вес 650 килограммов, 4760 килограммов. Максимальное расстояние от 150 до 1900 километров. Представьте. Для понимания, расстояние от Львова до Москвы 1260 километров. Господи, благослови Америку, как после этого не сказать, ребята. Если бы не Америка, они бы просто съели бы. Так, финны готовятся к вторжению. Кстати говоря, стягивают свои вот эти фашистские войска и к Финляндии запугивают. Так, крейсер Москва пару часов назад. А это старая новость. Это старая новость. Нету больше Москвы. Командовать парадом, так, хорошее обращение сделал наш воин. Теперь слышно на всю казахскую степь. Всем доброго вечера, Сирен, доброго вечера. В отличие от Пескова, он издает звуки. Сирен, так, добрый вечер. Сирен. Некоторые не согласны с его мнением насчет госслужащего. Это крылатая ракета. Привет, привет. Аса, как думаешь, восстанет генералитет против Путина или их всех пропустят через Лефортово? Но если исходить из истории России, то обычно всех пропускают через Лефортово, через ГУЛАГи и так далее. Они не восстают против.
И, конечно, у Путина есть свой Малюта Скуратов, который отрубит голову любому. Да, есть люди, которые готовы быстро выехать и ликвидировать любого генерала, который откажется выполнить приказ Путина. Поэтому я не вижу выхода из этой ситуации. Если хотят убрать Кадырова, я вижу один выход. Это признать ичкерийцев нас полноправными. Не ради нас ничего не сделали, как мы видим. Да? Наоборот, нас отдали на съедение этим людоедам. Нужно признать ичкерийцев, признать чеченцев право жить свободными. Вот этих либералов, русских, фашистов, Навальных, там других третьих, которые называют нас недобитыми чеченскими террористами, да, и как и Кадырова, также и меня они назовут с удовольствием недобитым чеченским террористом, потому что для них разницы нет. Это Пьянковский говорит, что для нас, русских, этот разницы нет. На самом деле, это они свое мнение о нас проецируют на нас. Это у них нет разницы, Кадыров это или там ичкерийц, это для них разницы нет. Или кристально чистый клоп в виде там Алханова. Все для них одно, абсолютно. Что можно сделать? Победить? Или вводить войска, натовские войска, Йенс Столтерберг, мощный парень, давай вводи войска, захватывай Москву, наноси ядерные удары по бункеру. Давайте, по-мужски, по-серьезному, да, ну что ж так, ерундой заниматься, да, давайте, как положено. Или же признавайте Чеченскую республику Ичкерия, право чеченского народа жить свободно, ни в какие Тураны, ни в какие там, независимое чеченское государство Ичкерия. Вооружайте, информационно поддерживайте вот этих всех русских, вот этих своих либерастов, которые просто стоят с высунутым языком и ждут, пока вы им 2 копейки кинете. Заставьте их нас тоже признавать, хотя бы сейчас на словах. Соблюдать договор от 1997 года русских фашистов, признать нас независимым государством и в нашего представителя включить ООН как представителя. Все вопросы автоматически с Кадыровым снимаются. Нету никакого Кадырова. Если нету власти у Кадырова, и если нету чеченского народа, которым он прикрывается, все отлично, все улетает в трубу просто. И вот тогда русские сами разбираются, мы и Кадырова им даже отдадим. Давайте берите себе, или можем сами его там доставить в Гаагу, или можем его в Грозном судить, в Джахаре судить. И вот этот генералитет русский пускай решает с Путиным. А все это фигня, что вот сейчас там поднимутся борьба за власть, ничего не изменится. Сдвинут с Кадырова, Путин останется, придет Демирханов там и так далее, и так далее. Все, вот будет ситуация. Меня это в корне не устраивает. Я не вижу просто никакой пользы для решения вопроса и пользы для своего народа. Я вижу только убытки для своего народа. Хватит за наш счет что-то делать. Хватит. Мы больше этого допускать не будем. Мы будем разоблачать и называть по именам, по фамилиям, кто к этому причастен. Хватит. Не надо этого больше делать. Так, у них из кабинета Абу-Кавказ за Туран говорит. Не понял. Асна, как думаешь, страны Балтии и Финляндии будут на прицеле Путлера? Думаю, да. Но это всего, мне кажется, сейчас это только понты. Не полезут они ни в Финляндию, ничего. Им сейчас нужно... Они могут полезть, да, могут полезть. Сейчас нанести какой-то ограниченный удар по тому же Мариуполю. Уничтожить там находящихся вот этих азовцев, морпехов и выставить ультиматум той же Финляндии. Сейчас мы по вам нанесем удар. Сейчас мы это сделаем, сейчас мы то сделаем. Вот это они могут сделать. Это они могут сделать. Это, и скорее всего, это они сделают. Сейчас начали разговоры, правда, говорят, что там не нанесут там. Но вот директор ЦРУ сказал, что исключать нельзя. А это уже о многом говорит. Директор ЦРУ очень информированный человек и очень умный человек, как
я думаю. Вот как-то, вот, не знаю, посмотрим. Но то, что миллионы жертв Путин готов принести, к этому идет все. Этому идет, об этом мы говорили давно, я лично об этом много раз говорю. Миллионы людей им надо убить. Вот тогда это победа великая, русская великая победа, когда миллионы жертв, и своих, и чужих, и без нее никак ничего не получится. Ну, посмотрим. Ну, у нас нету людей, которые бы что-то делали бы для Ичкерии. Мало, точнее, людей. Очень мало людей. Тысячами, сотни, миллионы чеченцев ушло в землю, пытаясь освободиться от фашистской России. Но вопрос опять на повестке дня. Очень много помогла и Британия, и Турция в начале войны. Флэш говорит, смотрите, Флэш, помочь в начале войны и потом перестать помогать, это, знаете, стравить, как бы получается, если это так, как ты пишешь. Помогать нужно до тех пор, пока ты победишь, а не так, как. Привет із тимчасового окупованного Севастополя. Витаю, клево, витаю. Сам себе котлован роет. Спасибо за помощь. Было бы круто, если бы США дали систему Patriot. Так, можно ли доверять каналу «Настоящее время», вроде украинский канал? «Настоящее время» — это американский канал, это радио «Свобода». Но я вам скажу, что, ну, во-первых, по настоящему времени пока у меня вообще претензий нет. Там раньше был чувак из «Эхо Москвы», как его, Тимур Олевский. Просто, ну, сразу видно, кто и что это было, да, из «Эхо Москвы». Это просто одно объяснение, там, как есть там одна Карина, тоже из «Эхо Москвы», а в Америку уехала и так далее. Но это другая история. У меня вот на сегодняшний день, к настоящему времени, вообще вопросов нет. Работают нормально, без всяких российских пропагандистских клише. Вообще. И это не американский, это не украинский, это американский канал. Так. Украина обязана после победы добиваться независимости Ичкерии. Да. Директор ЦРУ, если говорит, он не шутит. Да. Как они могут признать, если на всех углах кричат про халифат, шариат? Шульдамаг, абсолютно с тобой согласен. Именно для этого и кричат. Кишаш кадде шабац и махикари и дицари бог. А и болбеш беш, газхшант и болбеш беш бу, которые халабуэль дюч беш буй. И первые и они делают вред нам, они наносят. Ну и, конечно, полезные идиоты, которые не понимают просто, что происходит. Так. Если бы Украина дала слабину, войска Путина вошли бы в страны Балтии. Да, Маждат, да. Алексей Плахтырь. Потому что если бы в русско-чеченской войне Украина помогла бы ЧРИ 2 дивизиями, то сейчас войны бы не было. Абсолютно, наверное, правда, Алексей. Маг, видел сейчас еще, что один молодой блогер с экрана вроде бороды не видно самого. В экране, кроме бороды, не видно самого. Асан Сашка, белые его воины из Унцовой воевал несколько лет на стороне Ичкерии. Но не несколько лет они там были, и были потери, они и результаты делали, и у них потери были, и потом они уехали. Так.
Джахар пророк и герой Ичкерии. Вот вы говорите, он пророк и так далее. Нет, ребят, это не так. Он не пророк, он не провидец. Он просто очень хорошо осведомленный человек, генерал, знал планы русских. И он их нам рассказывал. И это не пророчество, он прекрасно просто все это знал. А ему не верили, ему думали, он говорит для того, чтобы себя спасти, чеченцев спасти. Вот как сейчас я об этом говорю. Я говорю, что о чем-то, это чеченцам что-то нужно. Так и вам это нужно, завтра же это к вам придет. Ядерный удар нанесет. Да нанесет этот Путин ядерный удар. И он Берлин захватит, часть Берлина, это его, он говорит. Дайте ему Украину захватить, все, он пойдет дальше. А он 1 миллион человек положит в этой Украине. И украинских, и своих. А они прямо, этот депутат Федоров, такой же, как Кадыров, говорящая голова, что ему велено, ну хотя этот еще анализирует, там, планирует. Но то есть, говорит, что надо 20% украинцев убить, то есть 8 миллионов. Уже в стенах Государственной Думы у себя в кабинете Федоров прямо говорит, что нужно убить 8 миллионов украинцев. А если для этого потребуется убить 8 или 18 миллионов россиян, это их устраивает. Ничего, погибнет в общей сложности 18-20 миллионов, даже если россиян, и 8 миллионов украинцев, то 30 миллионов украинцев останется, они их присоединят. 10 миллионов прибыли, ну, для усиления их демографический рост у них на 10 миллионов будет. Ну, нормально. Вот они так мыслят. Он видел и мог предвидеть. Он видел и мог предвидеть. Он, конечно же, он предвидеть мог. Потому что, ну вот, например, перед вами какие-то факты появляются, вы, как умный человек, можете сделать такой-то, такой-то вывод. Да, грамотный, образованный, заканчивал Генеральную академию Генштаба там, и так далее, и так далее. Конечно, это был очень умный, очень образованный человек. Но какой бы он умный не был и образованный, если бы его спросили бы что-нибудь, например, из области какой-нибудь там молекулярной инженерии, он бы этого вам не рассказал. Но так как он был военный и знал стратегические планы России, об этом он нам мог рассказывать. Понимаете? Какой бы он умный не был, он не может знать того, что он не в теме. А вот он в теме, он образован, и он именно понимает, какие планы у русских, какие атомные бомбы они будут применять, против кого, как будут они применять. И как военный человек, и как интеллектуал, как человек проницательный, который ездил по всему Советскому Союзу, общался, служил в Советском Союзе, мы все из Советского Союза, он прекрасно знал, кто такие украинцы. И знал, какие планы у русских. И знал, кто такие украинцы. И он делал выводы. Украинцы не сдадутся, свое украинство оставлять не собираются и не оставят. Так вот, раз. А русские собираются, значит, это будет война на непримиримых. Запад поддержит. Ну, вероятно, он так полагал, что Запад поддержит. Но сегодня Запад, смотрите, как себя ведет. Их нужно заставлять, чтобы им помогли. Заставлять, их нужно, им угрожать нужно, что смотрите, после Украины будет Европа и так далее. Они же это понимают, но сегодняшний политик, какой-нибудь на Западе, ему плевать, что будет через 5 лет или через 10 лет. Сегодня, если ему Путин дает деньги, и он может выиграть выборы, стать каким-то президентом, министром, каким-нибудь таким чуваком, все, ему больше ничего и не нужно. Он не думает годами, десятилетиями вперед. Потому что он к тому времени уйдет на пенсию, он маленький винтик, там еще что-то как-то и так далее. Ему сейчас нужно. Вот сейчас нужно, например, Германии газ российский нужен. А через 10 лет то, что Берлин половина придется отдать русским, в принципе, они, наверное, согласны, вот эти люди, отдать половину Берлина. Они говорят, если половина, если Германия находится там под контролем Америки, так они говорят, то пускай придут русские. Они, видимо, старые, но они не у власти. Это такая большая каша, которую
люди не понимают, но свои меркантильные какие-то шкурные интересы ставят выше человеческих жизней. Так всегда было, к большому сожалению, большому сожалению. Большому сожалению. Так, давайте еще почитаю. Асан совершенно верно, Раяна. Надо закрепить в нашей Конституции, что она не подлежит изменению, хотя бы основные принципы. Они не смогут присоединить украинцев, разве что пустые земли. Казаки никогда не сдавались. Ядерное оружие – это шантаж и угроза, типичный метод террористической банды. Да. Только Берлин или их женщин и девочек. И женщин, и девочек, и Берлин, мы знаем, что делает русская армия. Это у них метод вознаграждения русскому солдату. Это женщины и дети, которых они насилуют. Аслан, как ты думаешь, возможно ли без войны и без силовых методов освободить наше государство? И вообще, расскажи, как это будет примерно, по твоему мнению. Ядерное оружие применяться не будет, говорит Алексей Плахтарин. Да, Алексей, я тоже избегаю вот этой формулировки. Чтобы не нагнетать панику. Джамлайл, ну что, как ты думаешь, возможно ли без войны, без силовых методов освободить наше государство? И вообще, расскажи, как это будет примерно, по твоему мнению. Я считаю, что без силовых методов, полицейских методов, все равно не обойдется. Я считаю, что без войны обойдется. И это я уже рассказывал. Это протекторат Запада, в первую очередь это Соединенных Штатов Америки. Если у нас найдется достаточная группа людей, которую сможет объяснить своему народу, у нас есть такие люди, они сейчас в тени сидят. К большому сожалению, это очень плохо, что они сидят в тени. Это отвратительно, что они сидят в тени. Но они есть уважаемые люди, достойные люди. Но мы поставим такие условия тем же Западом. Эти люди, объединяемся, проводим конференцию, собираемся все, да, все нормальные, да, без всяких там этих, собираемся и призываем. Вы говорите, проблема о Кадырове. Ну, она есть проблема, это путинская силовая структура, путинское охранное предприятие. И мы говорим, вы хотите избавиться от Путина, а русские либералы, там разные, которые заигрывают с Западом, они фактически дурят Россию, Запад. Они им говорят, мы освобождаемся от Путина, если бы не было Кадырова. Так вот, мы собираемся и даем им такую возможность. Мы говорим, мы освобождаем полностью нашу страну, вы признаете нас на международном уровне. И после этого мы этого Кадырова убираем. И вот тогда русские либералы, которые делают причину из Кадырова, что вот они не могут справиться с Кадыровым. Эти русские либералы, русские военные, патриоты, которые борются с Путиным, они могут спокойно убирать этого Путина. Но для этого нужно нас признать. Но для того, чтобы нас признали, нам нужно собраться всем умным людям и сделать заявление, к миру обратиться. Ребят, вы говорите, у вас проблема, давайте эту проблему мы решаем. Вы даете нам признание, политическое, информационное, материальную, финансовую поддержку. Все, мы после этого полностью зачищаем территорию, и никаких кадыровцев там не будет. Эти кадыровцы перейдут на нашу сторону, сложат оружие или пойдут в нашу милицию. А непосредственно Кадыров, Демельханов, Даудов, Маудов, эти все людей мы нейтрализуем, будем судить. Вот я такой вижу выход. И это будет специальные полицейские мероприятия по задержанию окружения Кадырова и привлечению к уголовной ответственности. Никакой войны не будет. Но нам нужна поддержка, такая же, какая оказывается сегодня Украине. Вот, если в общих числах.
Так, Ибраим, сейчас ссылка будет. Сейчас ссылка будет. Одну минутку. Одну минутку. Так, ссылку вам. Сейчас. Ссылочку. Давайте я тогда ее сюда прямо размещу в Фейсбуке, да. И чтобы я хотел в Facebook вам лично отправить. Так, друзья, сейчас Хусейн и Ибрагим к нам подключатся, поэтому подождите одну минутку. Режим студия, режим Zoom. Сейчас, Ибраим, подождите. Так, освободилась Машуль, и у меня здесь немножечко. Слышишь? Хорошо, ушел, хорошо. Освободил. Шон, YouTube чагушуса. YouTube чагушуса. Сейчас. Все, что эфир ряду, я сейчас подключу. Ассаламу алейкум, маш дольше. Валикум ассалам, дядя Маша был. Сейчас, одну минутку, друзья. Здесь еще. Так, что поделаешь? Так, и теперь, опаля. Поймал. Все, я сделал. Я уже научился работать. Маш доль, ассаламу алейкум. Слышали? Валикум Так, Маша был. друзья, сейчас я, чтобы я видел, что мы в эфире. Сейчас я зайду сюда. Так, все, нас видно, мы в эфире. Так, друзья, я пока на ваши комментарии отвечать не смогу, поэтому, если что, не обессудьте, как говорится. Вот так вот сделаем. Хусейн, Машволь, еще раз, вы в Украине, я так полагаю, можете свое место дислокации точно не говорить, а то мало ли бог, да? Расскажите, как вы туда попали, каким ветром вас занесло туда? Ну, мы, да, действительно находимся сейчас в Украине с целью привести гуманитарную помощь для нуждающихся людей. Гуманитарную помощь мы собрали на деньги нашей организации, с нами еще одна организация австрийская. Совместно мы сюда приехали. И еще я хотел бы подчеркнуть, что определенную сумму денег нам перечислил наш многоуважаемый новый друг Франческо Бенедетти. От его имени тоже мы
отвезли детское питание, там разные вещи, да, чтобы именно это было как бы приятно ему. В общем, никакого отношения не имеющий человек, живущий далеко, решил помочь людям. И когда узнал, что мы хотим сюда поехать, он тут же сразу перечислил деньги. Супер. Да, в общем, я что хочу сказать, да, нашим согражданам определенно. Если вы помните, когда была первая русско-чеченская война, на нашу территорию приехали 12 украинских героев во главе с Сашко Белым. Приехали, побыли у нас некоторое время и вернулись обратно. То есть они выполнили миссию, да, за 40 миллионов украинцев. Они, вот эта миссия, эти 12 человек создали имидж украинского народа, друга нашего украинского народа, который сопереживал. Я хочу сказать, что маленькое количество людей, что какое-то движение в отношении находящегося в беде человека никогда не остается незамеченным. Вот эти 12 человек до сих пор, мы вот эти отношения между Украиной, Чеченской Республикой и Ичкерия, благодаря этим 12 человекам до сих пор на хорошем просто уровне, на прекрасном уровне. Мы всегда можем сказать благодарность украинцам, они могут сказать нам, сказать, что да, у нас были украинцы, завоевали вместе с вами. То есть у нас взаимное обогащение в этом плане. Поэтому наши соотечественники, которые живут сегодня в Европе, должны понимать, что каждый шаг, который мы сегодня сделаем, каждый рубль, евро, который мы вложим в помощь Украине, обернется еще большей дружбой, еще большим взаимопониманием. И в будущем, да, это будет, об этом будут говорить в народе, украинском народе, когда они обретут покой и избавиться от русской агрессии. Поэтому здесь очень важно сегодня быть, не сидеть в стороне, да, быть именно, пытаться любыми путями помогать пострадавшим людям. Но не обязательно примерно ехать всем сюда, в Украину. Кто, например, имеет возможность на местах помочь беженцам, выходить на вокзалы, ходить искать, привезти к себе домой, показать информационно каким-то образом, помочь, перевести, если люди не знают язык, пойти с ними в какие-то организации, сделать там перевод. Или помочь тем, кто, например, организовывает вот такого рода работу. То, что мы, товар, который мы сюда привезли, продукты питания, они отсюда пойдут частично на фронт, частично пойдут тем людям, которые непосредственно находятся на передовых позициях, частично будут розданы семьям, беженским семьям, которые сегодня не имеют никаких заработков из-за того, что все разрушено везде. Это огромная польза и огромный такой посыл от нашего народа, да, что мы не стоим в стороне, несмотря на то, что сегодня русская пропаганда пытается действиями каких-то кадыровов, да, каких-то там так называемых кадыровцев, хотя они являются русскими солдатами русской армии, русской полиции, русским Росгвардии, да, никакого отношения не имеющих к чеченскому народу и подчиняющихся непосредственно Москве, но все равно вот эта пропаганда делается через этих людей. Попытка этой пропаганды, конечная цель, не дать чеченскому народу, не дать нам помочь, не дать признать нас как народ, как государство, всячески отбивая охоту, да, всячески втирая мозги, вбивая мозги, что чеченцы неуправляемы, что чеченцы опасны, что чеченцы не могут держать слово, не могут быть благодарными, оставаться благодарными за хорошие дела. Вот вы даже, если вы помните, сегодня уже об этом говорил другим, да, убийство Анны Политковской было в Москве, убийство Бориса Немцова. И нашли вот эти предполагаемые убийцы, которые, я не знаю, там доказано это или не доказано, но в любом случае
тех, кого задержали, они были действующими на тот момент сотрудниками силовых структур, ФСБ, МВД, там, не знаю, армии были, нет, но они были просто чеченской национальности, но они были сотрудниками. Если бы там эту роль убийцы исполнял бы татарин или дагестанец, ингуш, русский или какой-то другой национальности человек, то такого резонанса этого убийства, конечно, бы не было. Это было бы бытовое преступление, но убили журналистку и все. А когда это делается руками как бы чеченцев, да, то тут приобретает мировой оттенок, на мировом масштабе сенсация. И поэтому противодействовать вот этой пропаганде против чеченского народа мы можем только своими действиями, активными действиями, если мы будем работать, если мы будем помогать украинцам преодолеть эту беду, которая вот как снежный ком попала на их голову, то мы тогда становимся вот тем инструментом, который противостоит или противоборствует вот этой русской пропаганде, русской античеченской пропаганде, которая льется как из помойного ведра на наш народ. Вот примерно здесь мы, приехал сюда с интересными людьми, дали интервью. Завтра утром утром будет интервью для украинского телевидения, канала телевидения тоже вышли через знакомых людей. Удалось добиться вот такого тоже результата. И уже это будет второе интервью с Украиной. И мы стараемся здесь обрести новых друзей, новых нам полезных для нас и полезных, и быть полезными этим людям тоже контакты. Сегодня познакомились опять с депутатом крымско-татарского меджлиса. Здесь он был тоже, пришел, мы с ним хорошо поговорили на разные темы. Вот такие контакты мы наращиваем. И, я думаю, в будущем будем как бы делать это и дальше. Хусейн, вы сказали, что вот когда вы туда ехали, что у вас на границе там возникли проблемы, там, с чем это было связано? Не принимают гуманитарную помощь, или ее так много, им уже не нужно, или с чем связано? Ну, Ибраим может лучше объяснить. Да, еще В принципе, что здесь произошло? С временем начала войны как бы Европа отменила визовую систему, то есть визы перестали выдавать. Гражданам европейских государств перестали выдавать визы. И в связи с этим мы не можем получить как бы визы. Однако вот наши паспорта, некоторых, да, из нас, паспорта являются паспортами по Женевской конвенции. Ну вот эти наши синие паспорта, которые... Конвенционный паспорт, да. И как бы с этим паспортом в Украину нужно только с визой, можно заехать, а визы не дают. И вот такое вот дело. Ну, в прошлый раз, когда я ехал без Хусейна, да, еще первый раз, когда уже знакомые отсюда, в Украине, кому надо, там передали, и мы как-то смогли это уладить. И получилось так, что меня пропустили, да, без вот этого. На этот раз чуть-чуть посложнее это было, но в итоге как бы это сильное, да, это дело. Просто проблема в чем в дальнейшем хотелось бы, чтобы вот это наладили возможность, потому что есть люди, которые хотят помогать, которые хотят там в качестве волонтеров, да, посещать территорию украинского государства, гуманитарка и так далее, и чтобы им была предоставлена такая возможность. Вот здесь тоже этот вопрос мы сейчас на месте обсуждали, там, с местной вот этой крымско-татарской диаспорой, чтобы они как-то через какие-то юридические каналы постарались разрешить вот это
тему вопрос. Тема была, вот, здесь, в этой связи я хочу добавить, да, что груз, который мы везли, мы заехали через украинскую, через польскую границу, переехали, никаких проблем не было, и стали уже на территории Украины, как бы на вот этой зоне, да, контроля, таможенный пограничный контроль. То есть они нам говорят, вы должны выехать обратно в Польшу. Товар, который у нас был в машине, да, он не подлежал завозу на европейский, на шенгенскую, на европейскую территорию. То есть мясные, молочные продукты, они как бы не разрешают переводить обратно. И вот такая ситуация сложилась, что мы сюда завезли, отсюда не можем не передать его и не повезти тем более назад. Но мы долго с Игорем, долго разговаривали с таможенниками, с пограничниками, со всеми, пытались как-то уладить. И параллельно я звонил бывшему послу Австрии Александру Щерба, потом позвонил помощнику посла Австрии сегодняшнему, есть Владимир, такой молодой парень, который недавно работает в Австрии. То есть они тоже со своей стороны пытались посодействовать. Потом те люди, которые нам сюда, к которым мы приехали, со своей стороны, с украинской начали они здесь названивать всем этим органам, ответственным за таможенный контроль, за пограничный контроль. И в итоге, я не знаю, чья там рука была сильнее, но в любом случае нам уже по истечении 5 часов, по-моему, 5 часов пришлось разговаривать со всеми. Ну так, мы не теряли время, конечно, эти 5 часов, рассказали историю нашего народа, историю сопротивления, рассказали, что ожидает украинцев, какие проблемы у них будут, какие проблемы есть на сегодня, что их ожидает вообще, да, в будущем. Ну, из нашего богатого русско-чеченского опыта войны. Это полезные вещи там рассказывали, были офицеры таможенные, пограничной службы тоже. Они так достаточно хорошо к нам, очень хорошо даже в конце уже отнеслись, очень дружественно. Хотя начально было такое, знаешь, неприятие такое, ну, типа нарушители, чего вы тут делаете, да, в этом плане. Ну, это вот этот наш разговор привел к тому, что они стали более благосклонны и сами бегали, искали выход, чтобы нас переправить через границу. Таможенники, вот эти офицеры, в ранге один был в ранге полковника, один был в ранге капитана. Вот они ходили, искали. Да, надо, да. Вот и мы хотим просто, имея возможность такую, выразить этим таможенникам, огромной пограничникам, украинским пограничникам, огромную признательность. Мы понимаем, что это, да, мы понимаем, что они на службе, что закон есть закон, это тоже понимаем. Но с учетом военного времени, да, с учетом того, что Украина просит помощь все время, Украина просит, там говорит, умирают люди, голодают дети, женщины, воды нет, еды нет. То есть в этой связи, когда слышишь такие вещи, такую информацию, конечно, ты не можешь стоять в стороне и сказать, да, пошли, они там не умрут и так далее. То есть нам хочется вот от души помочь, но вот эти вот бюрократические препоны, которые встречаются, да, с этими визами, они не дают проехать. Хотя, с другой стороны, если посмотреть, у нас было приглашение, да, кому везем товар, сколько товаров, все эти бумаги были оформлены. И мы, как волонтеры, ехали в этих желтых штуках, жилетах с этими надписями, что мы волонтеры. В общем, можно было закрыть глаза, да, и пропустить. И ничего бы там не было. Но я там шутя, правда, сказал, не знаю, это корректная шутка или нет, когда чуть-чуть обиделся, я говорю, вот с другой стороны, без виз же заезжает на танк. Почему здесь у нас так строго требуете визу? Мы везем вам гуманитарную помощь, да? Хотим вам помочь, а вот с другой стороны везут смерть, и они не просят у них никакой визы. То есть, ну, это, конечно, такая очень плоская с моей стороны была шутка, но все равно вот просто ассоциируется с этим, знаешь, бюрократией непрошибаемой, да, советская бюрократия, которая вот до сих пор никак не истребится ниоткуда.
Ну, закон есть закон, как говорится. Ну, это да, закон. Но оно там даже как бы по-русски закон дышло. Вот, там вот куда Ну, это повернул, у туда. русских. Но сейчас В война любом идет. случае, нет, ты смотри, в любом случае, да, этот закон они же обошли два раза, да. Когда Ибраим ехал без визы, его все равно пошушукали, ну, пропустили даже с грузом. Он опять выехал, они же видят, что он ничего не нарушил, завез, нормально все проехал. Второй раз мы приехали, уже я там с ним, он уже был тут. И опять эта проблема, когда возникает с визой, да, ну, тот же вариант можно использовать, если есть входная дверь, есть черная дверь, кстати, даже всегда в любом месте. Ну, как-то решить вопрос, Да, да, чтобы не доводя его до абсурда просто. да. Понимаешь, что мы проехали более 1000 километров, да, с грузом, и вот поступает так, сказать, ну, идите назад, ну, еще 1000 километров назад, и куда потом этот груз девать, и что с ним делать, потом, это же огромные проблемы. Конечно. То есть Да и главное, не там дойдет должен, до людей. да, да, там нужно, просто там должен не закон срабатывать, а человеческий фактор сегодня, имеется в виду вот период, когда идет война в Украине, да, вот должен немножко тоже человеческий фактор. Конечно. Иначе можно любое хорошее дело довести вот до маразма просто. Олигерком олигер, как говорится. Да, если отобьют примерно охоту, да, ты уже в следующий раз 100 раз подумаешь, стоит ехать, нет, чтобы тебя там мучили этими всякими этими делами, препонами, да. Но думаю, что украинские власти, мы тут здесь тоже разговаривали, и постараемся по-любому еще там поговорить в Австрии, чтобы нам все-таки поставили эти визы. Ну, там есть варианты, они не полностью отменили визы, да, отменили для туризма, для этого отменили, а для особых каких-то действий, для политиков, наверное, для каких-то людей они визы все-таки ставят. Мгм. Вот. Мы должны тоже, мы как политики, ты же знаешь, должны получить эти визы, и чтобы к нам относились так Соответственно. же, как относятся и к другим политикам других стран. Я думаю, что мы достойны этого. Как раз об этом мы сейчас обсуждали, Хусейн. Вот они ну, говорят про Кадырова, Кадыров, там Талахи туда-сюда. И по итогу, получается, русские либералы в виде Яшкиных, там, Навальнишкиных и там других третьих, уничтожая Кадырова, заодно уничтожат и чеченский народ. Да? И я предлагаю нам собраться, нам, чеченцам, ичкерийцам, собраться и обратиться к миру, к Америке, к Западу и сказать: смотрите, ребят, мы убираем, решаем, ну как вопрос стоит, Кадыров, Путин сидит в бункере и отдает приказы. И если кто-то не выполняет приказы, приезжают вот эти попы, путинское охранное предприятие в лице Кадырова, и заставляют выполнять свои обязательства. И эти российские разные вот, генералы, там, вроде недовольные Путин, они говорят Западу: уважаемый Запад, короче, мы бы с удовольствием, ну вот если бы этот Кадыров бы, мы бы там Да. решили бы. И фактически Запад говорит: ну тогда решайте. И появляются разные там Ингулбаевы, Мамбулбаевы, там Мелюар. Тумсо, Ну это Цахуаз, Тецаяхат. да, Мелюар из Савокуса Гукыз. Уяртин, Узберлине Нирки Хицухайоч. Такой с бородой белый. Нет, наркотик Нет? шпесан, чуэлэр кица итта. Ага. Совесть. Ну, это известно, короче. Ну, вот такие люди, и они... Ногтевой. Ногчеву. Фамилии. Ну, короче, неважно. Вот эти люди, это Да, да. кристальные клопы, которые всегда были за Россию, они против некристальных клопов с русского ватника. И как бы они сейчас собираются, но когда чеченский народ узнает, что эти клопы, которые представляются там ваххабистами, там родителями религии, там, они узнают, что они за Россию, народ-то не пойдет, да? Народ у нас за русских точно не пойдет, за Россию. Не глупый, да. Да, он молчит, короче. И вот я что предлагаю? Я говорю: давайте тогда вы признаете, Запад признает нас полноценным субъектом международного права, дает нам поддержку, как в соответствии с той концепцией обусловленной независимости, там немножко видоизменено это все дело.
и после этого мы решаем проблему Кадырова, и тогда уже пускай русские, которые говорят, что если бы не Кадыров, они бы с Путиным порешили бы, там разные генералы, там разные оппозиционеры, бандиты Миловы, третий, десятый, они же не могут из-за Кадырова, бедолаги, справиться с этим Путиным. И теперь, если этого Кадырова мы берем на себя, ичкерийцы берет ответственность, что чеченский народ и чеченское вот это воинство, которое есть, оно складывает оружие, там идет домой, мы ее устраиваем, милицию куда-нибудь там обустраиваем. Вот этот вопрос мы сейчас обсуждали, как раз была такая мысль, как ты думаешь, чтобы избежать геноцида чеченского, потому что готовятся фактически открыто уже идут к этому вопросу, геноциду, новому геноциду. Ведь нас раньше называли дудаевцами и убивали. Потом, когда бомбили, уже не разбирали, дудаевец ты или не дудаевец. Сейчас кадыровец, не кадыровец не будут разбирать. Будут бомбить всех подряд. Скажи свое мнение. Знаешь, Аслан, вот ты вот, я не знаю, вы смотрели, нет, на днях, и есть там в интернете была информация, что министр иностранных дел Лавров заявил, что после Украины, да, надо заняться денацификацией Чечни, Татарстана и Дагестана. То есть это программа, о которой ты беспокоишься, о которой ты волнуешься, об истреблении дальнейшего чеченского народа, она стоит на повестке дня, она никуда не делается. От того, что Кадыров там, она Кадыров там прыгает, сигает, это всего лишь 0,00 какой-то процента чеченского народа. Там мизер, там по пальцам можно перечислять, 100 человек, 200 человек, а больше нету этих людей. Речь идет не о них, речь идет о нашем народе, об истреблении нашего народа, уничтожении культуры нашего народа, языка нашего народа, традиций. Вот об этом речь идет. Это когда они говорят денацификация, это обозначает, что ты должен свое я, да, свой менталитет изменить, свою национальность изменить, ну и так далее. Ассимиляция, русификация. Да, это точно, да, это ассимиляция, но насильственная ассимиляция. Вот я недавно, позавчера смотрел один фильм, но это, по-моему, послевоенный, что период послевоенный, там показывает Краснодарский край. И вот оператор спрашивает, журналист спрашивает, мужики там работают, стоят, такие уже взрослые, говорят на украинском языке. Он спрашивает, какой ты национальности? Я говорю, русский. А по паспорту? Не, кто ты? Он говорит, хохол. А по паспорту? По паспорту русский я. Он другого спрашивает, он тоже говорит, меня тоже русским записали. То есть там две женщины спрашивают, мы были украинки, а теперь нас записали русскими. То есть вот эта ассимиляция в тех землях, да, наших соседях, Краснодарский край, это украинская земля. Раньше была там, жили украинцы везде, даже по говору слышно, что это украинцы. То есть сегодня их всех переписали русскими, потом выросло пару поколений, они привыкли к тому, что в паспорте стоит русский. Как помнишь, мой друг Гена Резник, с которым ты разговаривал, помнишь? Вот этот Резник Гена, да, я не знаю, фамилия Резник есть у украинцев или нет, но я знаю, что его отец был 100% украинец. Я его отца помню, я его хорошо знал. Он был очень добродушный, очень хороший человек, не в пример моему другу Гене. Но он уже этот Гена был. Да, а Гена уже, у него гены поменялись, да, у этого Гены. Он уже обрусел. Вот, к сожалению, так происходит, когда несколько поколений вырастает, тогда становится вот эта проблема ассимиляции, когда люди становятся вот этими непомнящими родства, да, манкурт. Поэтому проблема, которую ты сейчас ставишь на повестку дня, она очень серьезная проблема и очень актуальная проблема. Нам надо собрать людей, нам надо собрать, Бог, это в смысле сбился, но в любом случае нам надо работать над этим, нам надо действовать, нам надо показать, что мы есть. А на сегодняшний день... Чтобы избежать третьего геноцида. Конечно, да, чтобы избежать третьего геноцида, сегодня мы, живущие в Европе чеченцы, должны взять на себя труд защитить наш народ, находящийся под оккупацией. Если мы не сделаем этого, да,
то этот народ, это же наши родственники, это наши братья, сестры, там все-таки, они просто истребят вот этих оставшихся людей, которые там, благодаря которым мы еще имеем родину, да, благодаря тому, что эти люди не покинули родину, там живут герои, да, то из-за этого у нас еще есть земля, называется Чеченская республика. Если бы все оттуда выехали, туда бы заселили каких-то совершенно других людей, другой национальности, ну, титульной национальности, да. Тех же русских перевезли бы обратно в Чечню, 70% которых жило в городе Грозном, заселили бы в наши дома, квартиры, и стал бы русский город. Москва – русский город, Грозный – русский город. Да. Вот так это было бы. Да, и мы должны быть благодарны нашим соотечественникам, живущим дома, именно людям, именно народу, который там живет, за то, что они там остались, что они все эти тяжести на своем горбу тащат, да, вот эти унижения, всякие оскорбления. Да. Несмотря ни на что, они не покинули землю. Наш долг, да, войнах дала нога санды, войнах дуй. Наш долг, да, не просто говорить, мы там мужчины, не мужчины, надо на деле показывать, что мы настоящие мужчины и готовы защитить свой народ. Вот тогда мы будем, это не обязательно сегодня делать оружием в руках, да, у нас нет такой возможности взять оружие и защитить там. Мы можем это делать словом, мы можем это делать делом, мы можем организовываться, мы можем очень много разных вариантов, которые мы можем сделать. Для того, чтобы это сделать, да, первым делом, что надо делать? Первым делом надо просто открыть свое лицо, назвать свое имя, сказать, вот я, Хусейн Исханов, готов бороться за судьбу своего народа. Вот Аслан Ацуев готов, Ибраим Никархов готов. Если нас будет хотя бы 100 готовых, хотя бы из миллиона населения, да, готовых, просто не боясь назвать свое имя, это уже будет сторона, к которой могут и Америка обратиться, и там Европа обратиться, и кто угодно. Это люди, с которыми будут разговаривать. Вот это нам надо. Нам надо понять, что за нас-то никто ничего не сделает. Нам не придет дядя Вася, там какой-то это. Никто не придет нам на помощь. Мы, ребята, мы сами должны определить свою судьбу своего народа. Поэтому грамотная молодежь, да, молодежь, чеченская молодежь, которая учится в университете, это ваше будущее. Что, хочу еще 100 лет прожить, но если получится. Ну, достаточно, ну, как бы, да, уже не молодой человек. Но ваше будущее, если вы не создадите его сегодня, то оно не будет и у ваших детей тоже. Ваши дети станут рабами, да, вы сами станете через короткое время рабами русского мира. Потому что, несмотря на то, что вы живете в Европе, он придет в ваш дом. Придет в ваш дом через родственников, через двоюродных, через троюродных, через телефонные звонки, через угрозы, через что угодно, да. Но этот русский мир мы видим, он рядом вот тут ошивается, да. Мы его должны просто уничтожить, мы его должны изгнать из себя. А первым делом вот в себе чеченцу надо взять пистолет и застрелить русского в себе, да, вот это все это русское, все. Убить надо, это русское в себе. Надо прекратить вообще вот в отношении России, да, какие-то питать надежды, что там Путин уйдет, Россия освободится. Ни черта она не освободится. На место Путина придут 10 Путинов, еще похуже, чем этот Путин. Да? Этот Путин просто набрал опыт. Следующий будет перенимать его опыт, да, и станет более опытным. Опыт также передается. Да? Потом следующий еще больше опытный будет, еще больше будет терроризировать весь мир. Поэтому здесь и тут вообще проблема Кадырова, я вообще никакой проблемы, честно говоря, Кадырова не вижу. Я бы предложил вообще эту тему, да, с Кадыровым. Я сегодня здесь говорил это, да, буду завтра говорить на украинском телевидении, что вообще это рекламировать Кадырова прекратили вообще. Если мы не будем о нем говорить, его нету, он просто сдохнет и все, потому что нафиг он никому не нужен. Он ничего не решает. Кадыров – это марионетка, да, который вот так для детей бывает в кукольном театре, марионетки выставляют, играют ими, и дети хлопают в ладошки, думают, что это живая кукла, а на самом деле это чучело, да.
Поэтому, вот, говоря о Кадырове много, мы ему делаем рекламу, первым делом. Мы потом идем на поводу русской пропаганде. Мы продолжаем вот этот вброс, да, что Кадыров имеет силу, что он имеет власть, что его приказы исполняются, армия. Откуда у него армия? Ты посмотри удостоверение любого. Кавказ Реалии говорит, что он угрожает ядерным ударом по Украине. У него ядерное оружие, оказывается, есть. Да, причем да, американский Кавказ Реалии. Да, На деньги. Представь, да, это не должно быть даже смешно, это очень горько. Да. Если это кто-то говорит, да, то это уже предательство. Эти люди просто дезинформируют мировое сообщество, они играют на русскую дудку. Вот это мы тоже должны понимать. Если, например, 85, да, там, я не знаю, сколько губернаторов Российской Федерации, и все губернаторы имеют равные права. А Кадыров потому что равнее. А Кадыров еще равнее, чем равные. Потому что он имеет власть, которая вот беспредельная в отношении чеченского народа, надо сказать. Она власть не распространяется ни на одного русского, да, ни на одну русскую деревню, ни на одну русский город, ни на солдат, хотя он там уже генерал-лейтенант и так далее, вроде бы. Он никем ничем не командует. Это просто марионетка, на которую, как на свадебного генерала, навесили эти медальки и поставили. Вот пусть он попробует выйти за пределы Чеченской Республики и покомандовать в Краснодарском крае, или там в каком-то Петербурге или где-нибудь. И вот сколько это будет продолжаться, когда бы мы посмотрели. А ему создают имидж, как будто он командует Путиным. Не то, что там... Да. Почему Москва боится Кадырова, пишут статьи. Почему Москва боится Кадырова? Да. Это просто смешно. Это не то, что, знаешь, это как бы умышленно, Аслан, это просто нельзя здесь, снисходительно к этому относиться. Это явно выраженная пропаганда, да, для того, чтобы за этим Кадыровым скрыть военные преступления Путина. Кадырова выпирают как марионетку, чтобы за ним спрятать Путина. Да. Российские Путин преступления. Все эти русские, имеется в виду, говоря Путина, я вообще имею в виду весь русский народ, ни одного Путина. Я всегда говорю, что виноват русский народ, а не Путин. Путин всего лишь исполнитель воли этого русского народа. Поэтому здесь вот так, да. И когда этот Кадыров, когда мы говорим, много говорим, когда уже иностранные СМИ о нем говорят. Каждый его чих, каждый его вздох, вот Кадыров это, Кадыров сюда пошел, Кадыров сюда пошел. То есть днем и ночью в австрийских газетах тоже читают про Кадырова. Эти умышленные сбросы, да, делают такую плохую погоду для чеченского народа, потому что нас ассоциируют с Кадыровым. Да? Всех чеченцев, независимо от своих взглядов, ваш Кадыров, он не наш Кадыров. Кадыров принадлежит русскому народу. Это русский генерал, русский академик, русский губернатор, с русской душой и так далее. Он какое к нам имеет отношение? Ставление Путина не наш выбор, ничего там чеченского в нем вообще нету. Поэтому вот мое предложение в отношении вот этого человека, да, даже уже мне не хочется его имя лишний раз называть, надо нам хотя бы прекратить его упоминать. Вообще прекратить реагировать на его вот эти детские вот эти лепет, да, и на его, и там на его вот этих других шнырей, которые сегодня здесь в Украине где-то болтают. Но то, что говорит Кадыров, Хусейн, это говорит Путин. Он ему говорит, объяви, скажи, что Америку это сделаю, скажи, что там ядерный удар нанесу. Смотри, мы должны, да, если мы хотим это остановить, мы должны говорить не как бы против Кадырова, а говорить с теми людьми, кто это говорит, кто повторяет вот эту мантру, да. Если это пишет газета, то мы должны позвонить туда, или пойти туда, или провести там демонстрацию перед какой-то, если европейская газета написала, пойти к редакции этой европейской газеты, поставить там демонстрацию, в случае чего яйцами Кавказ Реалии говорит, да? Что Кадыров грозится ядерным ударом. Ни Путин, ни Россия, Кадыров грозится ядерным ударом.
Можно пойти Радио Свобода, там сделать демонстрацию, чтобы привлечь внимание Там вроде администрации, чеченцы да? работают, Осе. Да какая разница, чеченцы Ну, там, они и могли бы Кадыров, тоже какой-то демарш сделать. ну, и они могли бы, но там, там другие интересы просто, там соска Там, мешает что-то делать. Ну, вот это финансовые интересы, когда это впереди честь и достоинство твоего народа стоят деньги, да, то ты уже ничего не сможешь сделать, потому что, теряя место, ты теряешь деньги, теряя деньги, ты теряешь, ну, там, по цепочке, да, эффект домино получается. да. Поэтому для таких вещей, о которых ты говоришь, нужно элементарное мужество. Вот просто мужество сказать это, да, мужество уйти с работы, если тебе не дают работать, и говорить правду, сказать, пошли вы такой-то матери, да, куда вот корабль послали, в ту сторону послали, вот это заведение, да, и все, и уйти оттуда. Вот это мужество, я понимаю. Ты ничего от этого не потеряешь. Эти деньги можно в любом месте заработать. Но честь, да, которую ты там потеряешь, ты уже ее никак не обретешь. Вот честь надо свою беречь. Такое дело. Просто нам надо, как помнишь, после убийства Хангашвили в Берлине, да, вот мы несколько там, группа маленькая, вот ты там зарегистрировал демонстрацию, небольшая группа пошла в прокуратуре, Генеральной прокуратуре Германии, небольшая, сколько там, человек 20 нас даже не было, да, подали документ, мы там поговорили, несмотря на маленькое количество, мы совершили большое дело. Этого человека сегодня держат в тюрьме, хотя в противном случае его уже давно могли бы отпустить. Самое главное, Россия, правительство России признано виновным за это преступление. Россия террорист. На законном судебном порядке. Да. А сейчас видишь, где сегодня читал где-то в Австрии, по-моему, Австрия примет закон скоро, да, вот на днях должна принять закон, где на территории Австрии, если, например, русский военный преступник появится на территории Австрии, ну, кто-то там на него заявит, там какой-то подполковник, лейтенант, кто совершал преступление, появится на территории Австрии, то граждане могут подать на него в суд, и против него будет возбуждено уголовное дело. Уже будут что с Австрией случилось? Она же вроде пророссийская у вас была. Ну, это, наверное, они берут пример с Германии, потому что в Германии есть прецедент, когда один садист из Сирии, да, приехала жертва сперва, а потом приехал за ней садист, сдался там как беженец, тот его узнал, подал на него в суд, его посадили пожизненно, по-моему, за эти преступления, не в Германии. Да, это есть редкий случай. А в Австрии, да, вот в Австрии был такой деятель Абу Хамза, такой, да, который в Лапоте в 2012 году, Магомед Ибрагимов, Магомед Ибрагимов, я забываю его фамилию, мирское, только вот это, святое знаю. Вот он по его вине, они вербовали молодежь, 12 человек, 12 пацанов из Австрии, из Панфильского ущелья, расстреляли там, попытались перейти, когда шли военные учения, Кавказ-2012, участием 45 тысяч военнослужащих, 12 человек, группа попыталась пройти через это. То есть провоцировать Россию, да, на ввод войск Панфильского ущелья. Реально. Да. И этот человек, Австрия не могла против него сделать ничего, да, потому что он на территории Австрии не совершил преступления. Вот мы с Ибрагимом были в зале сюда, там не было у них никаких вариантов. И его посадили, судья был очень такой мужественный, австрийский, наш австриец. И этот австриец по статье участия в террористической организации «Имарат Кавказ» посадил его на 7,5 лет. Не за то, что он в Грузии сделал, именно за участие в террористической организации «Имарат Кавказ». Вот поэтому вот эта новость о том, что возможно, да, что кого-то посадить, если преступника познаем, то есть это тоже нам на руку, это мы должны тоже использовать. Если завтра появится какой-нибудь Шаманов или Сидоров, Петров, да, который убивал чеченцев, или патриоты какие-то, или еще вот эти идиоты сегодня нарядились в формы, называют себя кадыровцами, любой этот человек может быть подвергнут уголовному преследованию на территории Австрии и Германии 100%.
Поэтому, ребята, мы должны работать, у нас море работы, да, мы не должны как бы ждать и сидеть с моря погоды и ждать, что за нас кто-то что-то сделает. Никто за нас ничего не делает. Сегодня, видите, вот украинская армия, да, воюет. Украинцы вначале, если вы помните, украинцы говорили, вот НАТО придет, поможет, кто придет. Никто не придет, ни один натовский солдат не придет. Украинские воины должны сами воевать на своей территории. Это закон, это везде так будет. Пока воюют, пока они что-то делают, будет победа. За них победу никто добывать не будет. Точно так же и с нами. Да? Мы сами должны делать свою победу, как делали ее в 96-м году. Сумели в 96-м году. Я думаю, что и сейчас, если откроем свои лица, сумеем еще больше, чем мы делали. Так что слава Украине, слава Ичкерии. Героям слава. Героям слава, да. Ибраим, а ума воля? Ибраим, а ума... Сейчас, подожди, слышно меня? Да, сейчас слышно, сейчас слышно. Вот. Аслан, А. у нас тут скоро как бы комендантский час, да? Потом батарейка, по-моему, уже садится. Мы уже сейчас будем завершать. Я тоже хотел чуть-чуть от себя добавить насчет вот этих кадырок, да? С нашим соотечественником. Вот эти вот кадырки во главе с главной самой, да? Они делают все, чтобы испортить, вообще уничтожить имидж нашего народа. То есть вот эта главная кадырка, которая повязана полностью в крови, там по локоть, я не знаю, по горло, чеченской крови, вот она идет в связке с Путиным до конца, да? Но нашим соотечественникам, я бы хотел сказать всем, которые думают о будущем нашего народа, там, о будущем своих там, потомков каких-то, что нам нужно как бы показывать полностью обратную сторону. И максимально люди должны заявлять, я не знаю, в средствах массовой информации, через интернет, как угодно, обратную позицию, да, что противоположную, то есть что показывать позицию нашего народа, что она не идет в связке с вот этими кадырками, с вот этими путинскими марионетками и так далее. Да? Вот как-то так. И вообще, что с вот этим я еще связываю, всячески помогать бедствующему народу, там, Украины, я не знаю, гуманитарной помощью, кто как может, одним словом, всеми подручными методами. И вот еще я один момент хотел напомнить, да, хотя это так неприятно об этом говорить. Вообще, откуда появились вот эти вот кадыровы, которые какие-то кадыровцы. Это здесь и на таможне у нас, когда был вот такой разговор, да, насчет гражданства, чьими гражданами там чеченцы являются и так далее. Откуда вообще появилось вот это вот эти предатели как бы в нашем народе, вот эти марионетки. Как бы это неприятно не было, да, вот один из таких случаев, это Виталий Кличко, если брать, да, нынешний действующий мэр Киева, который в 2010 году где-то там встречался, это, ну, гуляет по интернету, вот эти вот фотографии, можно тоже посмотреть, где они где-то встречались. Но это происходило в то время, когда наш народ геноцидили, он бедствовал. И вот в это время, ну, это не один человек, да, который там с кадыркой встречался. Да все, и президента Зеленского можешь, который развлекал в большом кремлевском концертном зале. Да, потом, если брать вот этих актеров известных, мировых, там, Стивен Сигал, Жан-Клод Ван Дамм, Майк Тайсон, Ванесса Мэй и так далее, которые приезжали,
делали из кадырку, а теперь как бы эту кадырку нам приписывают. Да, да. Понимаешь? То нас туда пихают под эту кадырку, под эту Россию, под Клетку их к сапог. людоеду. Да, вы внутреннее дело Русской Федерации и так далее. Теперь опять все это на чеченцев пытаются повесить. Так не получится, господа. Давайте одну какую-то позицию выбирать или Или вы крестик признаете, снимите, или штаны оденьте. Воха. да, или мы признаем, что кадырка, что это такое, и признаем, что такое чеченский народ, или же продолжаем, как вот раскручивали это дело, и вместе с этим молча продолжаем как бы да, глотать это все. Вот как-то так. Аслан, у нас есть... Баркал дерес хуй. Мегар дут марадас диз уже. Дерес хуршун дал шиду адой лашли ляштег. Всем нашим братьям Украины большой салам. Спасибо вам за все, что вы делаете. Спасибо за то, что так активно, Хусейн, несмотря на свой молодой возраст, прямо скажу, делаешь это. Дерес хуй, Хусейн. Ну, все уже. Дигдут Киума дац, Ибраим. Я уже сказал. Дерес хуй бараса, Хусейн. Дерес хуй. Я хотел бы еще раз услышать благодарность твой адрес, я не слышу. Да, улица есть. Мы благодарны за что Есть с нами есть еще наши люди. Вот от них тоже вам всем огромный салам. Все, им тоже всем салам. Дерес хуй. Дерес хуй. По-немецки и так далее. Все, адикюэль, маш ойл. Любите почтение. Адикюэль. Так, на этом, друзья, наш стрим заканчивается. Спасибо, что смотрите, спасибо, что поддерживаете. Завтра постараемся опять выйти. Каждый день стараемся выйти. Ну, постараемся завтра тоже выйти в эфир. Всего самого хорошего. Адикюэль маш ойл. Слава Украине, слава Ичкерии. Все будет Ичкерия. Господи, благослови Америку. Адикюэль маш ойл. Ассаламу алейкум.